Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программы «Спортивная Ингушетия». И сегодня у нас в гостях победитель турнира М1 Challenge 90 Моусар Боков и президент Федерации ММА Республики Ингушетия Магомед Машхоев. Ассаламу алейкум. Моусар, вначале хотелось бы тебя поздравить. У тебя был очередной такой прекрасный поединок получился и очень зрелищная победа. Вот, Моусар, расскажи, если я не ошибаюсь, ты, по-моему, только за пару недель до поединка узнал, что ты будешь участвовать на турнире. Вот как ты готовился, на чем больше делал упор? Я готовился, в основном готовил борьбу. Соперник не был известен. Как ты сказал, вот, за пару недель мне сказали, что бой утвержден, и я буду участвовать на этом турнире. Ну, я посмотрел, конечно, бои соперника, начал к нему искать слабые стороны, и времени мало было. Выучил только несколько, вот как он, в какой стойке стоит, что делает. Вот. Ну и последнюю неделю уже оставалось только вес согнать и все. То есть должным образом ты не успел, да, составить план на поединок, и, видимо, пришлось, да, сходу прям импровизировать в рейджере. А вот сам думал ли ты, что таким образом сможешь выиграть поединок? Я видел, что он очень на ногах очень слабый и медлительный. В принципе, я думал, что получится на нем сделать болевой именно на ногу. Вот такой еще нюанс, Моусар. Я сам давно заметил, ты базовый борец, но все равно ты как бы предпочитаешь, да, в стойке проводить свои поединки. Этот поединок в ACB, где ты участвовал, опять же, ты практически весь поединок провел в стойке. Вот с чем это связано? Все-таки тебе нравится больше в стойке драться, да? Ну, обычно соперник тоже готовится. Он знал, что я борец, что я буду, наверное, тоже лезть в борьбу. И ждал, наверное, что я допущу ошибку какую-то. Ну, сперва я начинаю в стойке, смотрю, что делает мой соперник. Если в стойке получается, я не спешу, делаю работу, так сказать. Если не получается, я уже стараюсь перевести в партер и оттуда работать. Ну, ты свою работу делаешь прекрасно, в чем мы очередной раз убедились. Магомед, ты сам присутствовал на этом турнире. Как тебе поединок Моусар, как тебе его выступление? По мере возможности пытаюсь присутствовать на каждом мероприятии, где выступают наши ребята. Очередной турнир тоже не исключение. Поехали все вместе. Турнир проходил в Петербурге. На данном турнире выступал еще один наш боец Ламалин Ильгиев, и Моусар выступал тоже, как вы сказали. Его выступление оценивать, в принципе, я думаю, нормальное выступление, хороший болевой прием провел. Есть ошибки, надо над ними работать. В принципе, мы понимаем наши ошибки, наши недочеты, что можно сделать, что надо исправить. А так, сам поединок получился довольно-таки зрелищным, и концовка, так Моусар провел хороший болевой и показал, что он и борется хорошо, и может стойки работать, и завершить, финишировать тоже бой может таким оригинальным болевым приемом. Вот, Магомед, это второй турнир в Питере подряд, и где участвуют наши спортсмены. Вот с чем это связано, что именно наших бойцов так активно вызывает? Второй турнир с участием наших бойцов. Во-первых, это связано с тем, что уровень наших бойцов повышается, можно так сказать. И такие хорошие дружеские отношения с этой организацией у нас уже давным-давно сложились. Еще 5-6 лет назад, когда еще первая битва в горах, первый турнир у нас, когда только зарождались, глава республики поставил такие цели перед нами, перед всеми, перед всем обществом, кто занят именно в этой сфере ММА, чтобы развивали, чтобы мы работали, и все возможные условия он для нас делает, и его личные отношения с руководителями данной организации тоже способствуют тому, что мы можем представлять и отправлять на каждые турниры максимальное количество бойцов. В первую очередь, это, конечно, уровень бойцов повышается, и спрос на них тоже повышается.
Вот, Моусар, раньше, если ты практически большую часть своих поединков ты провел у нас в Ингушетии, и сейчас постепенно уже начинаешь выступать за пределами. Вот каково тебе выезжать, насколько ты чувствуешь поддержку? То есть у телевизора много твоих земляков, которые сидят, поддерживают тебя. Чувствуешь ли ты эту поддержку? Хотя там тоже присутствует. Да, ну, если сравнить с турнирами, которые я выступал дома чуть больше ответственности прям чувствуется. Там мне было намного легче выступить. И я не переживал, вышел и все. Вот в этом твоем поединке в Питере был такой момент, в комментариях много в соцсетях было, людям говорят, что им показалось, что ты хлопнул, да, рукой. Наверное, этого не было, мне кажется. Не да? было. То есть, как бы, да, руку отводил свою. Да, я прошел в ноги, он поймал шею. Ну, в таких ситуациях я часто оказывался, и он знал, как оттуда выйти, и он руку не заправил полностью. Там был такой момент, когда он схватил, он ногами закинул за ринг. И я пытался вот, снять ногу, что ли, ну, не доставал, и просто дернулся, и все. И второй наш участник на турнире Ломали Наргиев. Действительно, поединок получился очень зрелищным, интересным с обеих сторон. Магомед, как тебе поединок Ломали Наргиева? На мой взгляд, это спорное решение получилось в итоге. Поединок получился довольно-таки зрелищным, можно так сказать, довольно-таки равным. Тем более, что соперник вышел на замену только за последние 10 часов до боя. Ломали провел прекрасно, оба бойца провели прекрасный бой. На самом деле решение, в принципе, мы уже не оспариваем, решение вынесено единогласным решением судей, отдали победу нашему сопернику. В принципе, можно было бы нам тоже доработать. Мы, если бы в концовке третьего раунда чуть-чуть поактивнее Ломали доработал раунд, можно было бы и в нашу сторону забрать победу. Но как я потом уже общался с Ломали, как я и сам, я не буду лукавить, я тоже думал, что мы как минимум не проиграли этот бой. И поэтому как таковых таких громких подсказок, как такого движения вперед я ему тоже не подсказывал, потому что думал, что как минимум это ничья. Ну, в этом есть и моя ошибка, и ошибка Ломали. В принципе, если ты вышел на бой, нельзя оставлять ни капли сомнения. И надо до конца идти, и надо до конца дорабатывать, надо до конца биться и забирать, особенно концовки каждого раунда. Во втором раунде был такой момент, уже в концовке, за 10 секунд, был мощнейший удар со стороны нашего бойца, и если бы было чуть-чуть больше времени, можно было уже заканчивать данный бой. Но решение принято, единогласным решением судей, в принципе, мы не оспариваем. Так произошло. Отчасти есть и наша вина в этом. Можно было забирать бой, можно было выигрывать, но так сложилось, значит, не судьба. На мой взгляд, первый и второй раунд, по-моему, Ломали взял. В втором раунде он как-то уже более уверенно себя чувствовал, даже нокдаун там был. Вот будь там у него больше, хотя бы 30 секунд, смог бы, наверное, Ломали, да, сломить? Касательно первого раунда, я бы не сказал, что Ломали забрал. На самом деле, первый раунд чуть-чуть он проиграл, небольшой перевес был, проиграл. Второй раунд явно он забрал, и все решила концовка третьего раунда. Весь исход боя решила концовка третьего раунда. Когда Ломали пытался перевести, но у него не получилось. Это был такой наш план на концовку этого боя. Мы подсказали ему, но не получилось перевести. Соперник попытался сконтрить и обратно перевел Ломали. И вот этот так называемый, можно сказать, если его можно так назвать, тейкдаун, я думаю, и решил исход поединка. Но если бы было бы раздельное решение судей, то можно было как-то апелляцию подать, но все трое судей отдали победу нашему сопернику. И если мы решили бы обжаловать этот бой, нам нужно было обращаться уже в вышестоящие инстанции. В принципе, я именно на месте, там же на месте пообщался со многими специалистами, которые находились в зале, которые смотрели бой. И
как такой явной оценки победы Ломали как таковой не было. И нашим общим решением мы приняли, что, в принципе, согласны и принимаем данное поражение. Я думаю, это поражение на вес золота будет для Ломали. И он извлечет достаточно большое количество пользы. Потому что соперник у него был чемпион мира, действующий по ММА. Парень, который провел достаточно большое количество очень хороших таких боев на высочайшем уровне. И реально соперник был сильнее, чем соперник был изначально, которого поставил Ломали. И настрой на бой, подготовка, план на бой, все же поменялось. И реально Ломали показал достойный бой, достойный характер показал. Единственное, можно было чуть-чуть, это момент, если бы Ломали перевел бы, там, если бы у него получилось бы, все, мы бы забрали бой. Не получилось, соперник чуть-чуть больше повезло, и он уже выиграл. Мы уверены, что Ломали вернется снова рейдж еще сильнее. Вот, Моусар, ты со стороны наблюдал этот поединок. Вот на твой взгляд, каким он получился? Какую бы ты оценку дал выступлению Ломали? Ну, Ломали очень хорошо провел этот бой, был готов. В стойке он делал много, он перебоксировал. Ну, соперник так получалось, что и ногами бил чуть больше, можно сказать. Хоть и не точнее, но старался чаще бить, делал ситуацию, как бы, что больше работает. А так точность и попаданий у Ломали больше было. Я сам думал, что он выиграл этот бой, и под конец, когда услышал, вот, тоже был удивлен. Вот, Моусар, насколько это тяжело со стороны наблюдать, как бьется твой земляк? Можно сказать, мне намного легче было самому там выступать. Вот еще помимо Моусара и Ломали выступил еще один наш земляк, тот же день в Москве на турнире Fight Night, Исмаил Сагов. Вы, наверное, уже посмотрели этот поединок после окончания турнира в Питере. Вот как ты оценишь выступление и перспективы Исмаила Сагова, Магомед? Исмаил довольно-таки перспективный боец. В тот самый момент, когда мы находились в Питере, выступали там на турнире, проходил очередной турнир тоже компании Fight Nights, и в одном из первых поединков данного турнира выступил Исмаил Сагов. Отрадно, что у нас, я вижу, что растет хороший такой тяжеловес, который может уже в дальнейшем при грамотном подходе, при грамотной работе, именно в тех аспектах, там, где ему не хватает, при грамотной доработке вырастет хороший такой тяжеловес у нас. Как он провел бой? Исход боя говорит сам за себя. Самый быстрый нокаут за всю историю данной организации, а там более 80 турниров они провели за свою историю. ММА такой вид спорта, что можно все что угодно ожидать. И Сагов, Исмаил провел довольно-таки зрелищный такой бой. И, как можно сказать, зрелищный удар провел, который сразу же повалил соперника на настил. И уже после добивания рефери остановил бой. Хотелось бы поздравить Исмаила, мы с ним находимся на связи, общаемся, разговариваем. Я слежу за его подготовкой. Первый бой он, к сожалению, проиграл, тоже обидное такое поражение было, но в любом случае мы видим, что человек, что боец достаточно грамотно себя повел, сделал определенные выводы, работу над ошибками провел со своим братом, также известным нашим бойцом. Достаточно хорошую работу провели они, сделали хороший сбор и выступили достойно. И приятно, что во всех хороших крупных организациях в России есть наши бойцы. И вот уже в Fight Nights появился Ингуш. И я думаю, со временем еще мы попытаемся туда подписать бойцов. Вот, продолжая тему братьев Саговых, Ибрагим Сагов выступит на битве Назрани. Вот, Магомед, в прошлой нашей программе мы еще не знали, кто выступит на битве Назрани. Вот сейчас уже определенный состав на турнир и сколько участников от нашей республики и насколько они готовы к предстоящему турниру? Состав полностью определен. Fight Card уже есть в интернете. Кому интересно, могут зайти, посмотреть, прочитать. От республики выступит 14 бойцов.
в разных весовых категориях. Есть и тяжеловесы, есть и полутяжи, есть и легковесы. В принципе, мы пытались собрать максимальное количество таких ребят, которые более-менее, ну, которые готовы к данный момент к турнирам. Организовали для всех ребят, кто в этом нуждался, учебно-тренировочные сборы в лучших залах, с лучшими тренерами в России. Проблем с этим не было. Так, ну, как я уже сказал, 14 боев у нас пройдет. Плюс еще мы организовали несколько боев для наших гостей, для наших братьев с Чечни и с Дагестана. Тоже ребята будут выступать, тоже хотят участвовать и драться на нашей земле, на наших турнирах. Я думаю, мы как-то делаем вот такую горячую смесь из этого турнира, из разных бойцов, и максимально пытаемся дать зрелище нашим зрителям, болельщикам, кто приходит, кто болеет. Я думаю, получится такой достаточно хороший, достойный, мощный турнир у нас. Ну и не будем забывать, что этот юбилейный турнир, 10-я битва Назрани. Вот, Магомед, будут ли какие-то изменения по сравнению с прошлогодними турнирами битвы Назрани? И насколько все готово к началу турнира? К турниру, в принципе, все готово. Дворец спорта уже вовсю в работе по оформлению зала, по подготовке, по оформлению ринга, по установке ринга. Все вопросы по приезду, по проживанию, по питанию, всех спортсменов, все уже, в принципе, согласовано. Что остается еще? Самое главное, чтобы бойцы были готовы, чтобы они выступили достойно, чтобы без травм. Ждем 7 числа. Я надеюсь, многие придут, многие там придут поболеть. 14, когда выступает 14 местных бойцов, это дорого стоит, чтобы столько наших местных молодых бойцов могли выступить на турнире. Мы пытаемся максимальное количество бойцов задействовать в этих турнирах. Я думаю, у нас это достаточно хорошо получается. Но если я не ошибаюсь, Магомед, там будут участвовать и дебютанты, да, пару человек, по-моему? Да, там несколько дебютантов будет. В регламенте данного турнира мы пытаемся как-то все это регламентировать, чтобы в каждом турнире были дебютанты. Ну и без более опытных бойцов тоже турнир получился бы как-то не слишком таким зрелищным. Так что мы пытаемся тоже привлечь наших таких именитых бойцов, организовать 1, 2, 3 супербоя, чтобы люди уже смотрели, уже знали имена, которые будут выступать. И приходя на этот турнир, они знают, что они приходят посмотреть на хорошего такого бойца, опытного, и плюс они видят молодых ребят, которые только выступают, только дебютируют, и запоминают эти имена. И так получается, что ММА у нас развивается такими хорошими темпами, и все вокруг заинтересованы, задействованы зрители, телевидение. Мы все, как одна большая семья ММА у нас получается. Магомед, вот сложно подбирать соперников для наших бойцов. Все-таки у нас в России очень много турниров проходят под эгидой M1 Global. Насколько тяжело находить соперников для наших бойцов? Сказать тяжело, в принципе, нет, потому что достаточно очень большое количество бойцов на сегодняшний день. Не только в России, не только на Кавказе, а во всем мире. Есть недостаток турниров. А бойцы всегда есть, были и будут, и с каждым днем все больше и больше только бойцов. Много желающих выступить, много писем, много сообщений присылается именно мне лично с просьбой выступить на этом турнире. Ну, мы пытаемся как-то держать уровень свой и подбираем под наших бойцов равных соперников, равного уровня, чтобы не было как такого большого перевеса или в ту, или в другую сторону. В любом случае, наша первостепенная цель, чтобы ребята получили опыт, чтобы ребята росли как бойцы, и чтобы это был как-то первоначальный этап в их карьере. Да, действительно, для начинающих бойцов это прекрасный шанс заявить о себе громко. Моусар, вспомни свое первое выступление на битве Назрани, и насколько это важный турнир для начинающего бойца битвы Назрани? Ну, первое мое выступление было 4 года назад. Это был, по-моему, я не ошибаюсь, второй турнир. Мне вот Магомед предложил выступить.
Я до этого долго сидел дома, после травмы где-то 2 года не занимался и только начал заниматься борьбой. И вот не знал, что такое ММА, как выступать, просто взял, выступил. Ну, мне понравилось, выступил, выиграл досрочно, можно сказать. И потом после этого у меня уже пошел интерес, и я начал уже более втягиваться в это, уже начал и по любительским видам выступать, и оттуда уже пошло, и начал уже опыт набирать и выигрывать турниры всякие, и на чемпионаты России, и выезжал не только у нас в России, но и на чемпионатах мира и Европы тоже выступал, и достаточно хорошо. Моусар, тебе не мешает? Ты, в принципе, выступаешь и по панкратиону, по боевому самбо, в ММА. Вот не устаешь? Успеешь ли ты восстанавливаться к турнирам? Ну, я смотрю, как выступлю. Если у меня нормально проходят соревнования без травм, мне тогда уже состояние у меня хорошее бывает. На каждый бой, на каждое соревнование мы отдельно готовимся. Если все нормально проходит без травм, то можно и дальше выступать. И такой личный вопрос, Моусар. Насколько это тяжело делать первые шаги у себя дома, выступать на таких турнирах, как Битва Назрани? Вот выходишь ты, насколько тебя психологическое давление на тебя влияет? Бывает такое, что переживаешь, тоже есть такая... В основном переживаю, если вот насчет проигрыша, тоже думаю об этом, но все равно настраиваюсь и выступаю, до конца дерусь. Все. Мы уверены, что наши дебютанты тоже на этом турнире выступят так же успешно. Магомед, я слышал то, что проводится и чемпионат СКФУ с 5 по 6, по-моему. Будут ли наши бойцы там участвовать и сколько человек вообще заявлено от нашей республики? Да, 5, 6, 7 числа в Дагестане пройдет чемпионат СКФО по ММА. Для нас, вот именно для наших бойцов, для нашей федерации, это такая больная тема была, потому что выступление на любительском уровне у нас очень сильно хромало. Сейчас мы пытаемся как-то это положение исправить и пытаемся максимальное количество ребят туда привлечь на данный турнир. В каждой весовой категории будет можно выставить по 2 человека. Мы максимально, я думаю, заберем то, что нам, места, которые нам выделили. И мы попытаемся отправить в каждой весовой категории по 2 человека, там 8-9 весовых категорий. Также будут выступать юноши 2001-2002 года рождения и старшие. Именно это направление, в этом направлении надо делать такой большой акцент, чтобы ребята уже начали выступать и по любителям, и это такая большая, хорошая школа, такая достаточно хороший опыт набирается именно в любителях. Как уже Моусар сказал, как мы видим, он выступает на многих турнирах, тоже панкратион, там за некоторым исключением там разные правила, но в принципе это тот же ММА, можно, что-то нельзя, но в любом случае ты выходишь на ковер, в ринг и дерешься. Это достаточно такой хороший опыт и набирается. И для выступления по любителям мы пытаемся как-то привить нашим бойцам, подрастающему поколению, что в любом случае им нужно начинать именно с этого, с этой ступеньки в любительском спорте, потом уже смотреть на уже профессиональную карьеру, на профессиональный ринг и выступать уже только после достаточно хорошего опыта в любителях, на профессионалах, в профессионалах. Ну, Магомед, мы уверены, что наши ребята выступят и на чемпионате СКФО удачно, и также и на Битве Назрани. Вот поделитесь, последний вопрос такой, поделитесь своими планами на будущее, если не секрет. Никакого секрета нету. Что мы планируем? Планируем открыть 1, 2, 3 хороших зала в республике. Один в Могабеке, другой в Магасе. Где сделали реконструкцию залов, которых у нас сейчас имеются. В Карбулаке открываем такой маленький, хороший такой компактный зал. В Троицкой тоже открыть такой хороший такой зал. И хотели в городе Сунжа открыть, но
в Суджи будет строиться большой ФОК, и мы планируем в ФОКе тоже организовать хорошую такую секцию ММА. В Нестерске функционирует, недавно начал функционировать тоже бойцовский клуб. В принципе, во всех наших населенных пунктах есть, имеются хорошие такие бойцовские клубы. Достаточно большое количество ребят занимаются. В каждом клубе пытаемся организовать дополнительную смену для детей, чтобы уже подрастающее поколение как-то понимало, как-то стремилось именно заниматься именно этим видом спорта. В клубе РЗИ, в клубе там, Панчер, в клубе ОСДО, еще где. Ну, в 4-5 клубах уже по поручению главы созданы такие детские группы, где от 10-12 лет ребята занимаются. Как я уже сказал, в Малгобеке вот после турнира будет открыт такой шикарный зал, где будет все возможные, все необходимое для занятий ММА. Как мы все знаем, в Малгобеке достаточно большое количество спортсменов, борцов, боксеров. У кого не будет получаться именно в этих направлениях, они будут переходить к нам в ММА, и мы их будем как-то воспитывать. В Магасе мы сейчас тоже планируем большой зал. Очень большое количество турниров должно пройти в апреле, в мае месяце. Мы тоже пытаемся максимально ребят устроить, чтобы каждый выступил, чтобы у каждого был какой-то бой свой. Что еще? Ну, Рамадан будет. В Рамадан мы будем всем отдыхать, поститься, молиться будем. И я думаю, что ребята тоже будут тренироваться, не будут так оставлять свои тренировки. И после Рамадана уже опять череда новых турниров, очередная наша работа. Я думаю, будем грамотно работать, грамотно двигаться в правильном направлении. И я надеюсь, это все нас приведет к достаточно хорошему результату в будущем. Мусор, ну а ты одержал 4-ю свою яркую победу. Мы действительно за тебя очень болели, и ты оправдал наши ожидания. Мусор, если не секрет, что нам теперь ждать от тебя? Ну, сейчас у меня на ближайшее намечается чемпионат России, отбор на чемпионат Европы и мира по панкратиону. Пройдет он 12 апреля. На следующей неделе уже, думаю, я поеду туда, буду выступать. Пройдет он в Майкопе от нашей республики. Там заявлены много спортсменов, около 15 человек. Мы выступим хорошо, займем много призовых мест и приедем, как сказать, с победой. Мусор, мы желаем тебе удачи, так же, как и остальным нашим бойцам. Уважаемые телезрители, я вам напомню, что сегодня у нас в гостях были победители турнира М1 Challenge 90 Моусар Боков и президент Федерации ММА Республики Ингушетия Магомед Машхоев. Меня зовут Исмаил Гадагажев. Будьте здоровы и любите спорт.